Праздник педагогического мастерства. Церемония торжественного открытия конкурса «Учитель года Ингушетии» начинается с песни «Крылатые качели», знакомой всем с детства. Композиция подчеркивает важность учителя в жизни каждого человека. Конкурс – это возможность громко заявить о себе, поделиться своим опытом с другими и научиться чему-то у коллег. Творческий коллектив Малгобека исполняет танцевальный номер «Мы – дети России». Конкурс «Учитель года» поощряет профессиональное мастерство учителей, открывает новые имена среди педагогов республики. Конкурсантам этого года предоставляют возможность ответить на уже традиционный вопрос, почему они решили принять участие в этом конкурсе. Каждый един в своем ответе. Это своеобразная проверка на прочность, возможность почувствовать себя более уверенным. Этот конкурс дает большое количество возможностей обмениваться опытом с коллегами, повышать уровень своих навыков, умений. И, конечно, и возможность улучшить свою квалификацию. Рустам Гатиев – один из конкурсантов. Он преподает физику в Назрановской гимназии уже 3 года. В своих силах, уверен, готов бороться за победу. У него есть свой рецепт успеха. В процессе обучения он применяет нестандартные методы. Создание виртуального полигона на уроках физики для выполнения экспериментальных заданий, которые невозможно провести в реальной жизни. Например, была такая идея о прорытии сквозного туннеля от Северного полюса до Южного полюса. То есть это эксперимент был направлен на определение средней плотности Земли. То есть в реальных условиях мы не можем его выполнить, поэтому мы его выполнили на виртуальной работе, то есть на компьютере. Слово передают и победителю конкурса прошлого года Зарете Боковой. Она пожелала коллегам удачи, советует быть собой, получить от участия в конкурсе максимальную пользу. Праздничное мероприятие же продолжается танцем с веером. Все внимание зала приковано к сцене. Конкурс состоит из 3 туров. Первый – это учитель-профессионал. Педагог показывает свои профессиональные навыки, индивидуальный подход к преподаванию. Второй же – учитель-мастер. В его рамках конкурсанты представляют свои презентации с авторской методологией. Учитель-лидер – это заключительный этап. Он включает в себя публичный доклад и собеседование с представителем Министерства образования. Оценивает каждое задание член жюри. Один из них – это победитель конкурса 96-го года Малика Бекбузарова. Она входит в состав жюри уже много лет. Были очень яркие личности, были очень хорошие учителя. И просто я считаю, что такую ценность, как хорошие педагоги, надо беречь и взращивать. Чем больше будет учителей, которые любят детей, горят душой, любят свой народ и заботятся о том, каким будет наше будущее, это просто достояние народа, их надо всячески поддерживать и поощрять. Учитель года – это ежегодный всероссийский конкурс среди преподавателей. Участвовать может любой представитель профессии. Есть лишь один нюанс. Если педагог проходит на всероссийский этап, то стаж его работы должен быть не меньше 3 лет. Впервые конкурс «Учитель года» стартовал в России в 1990 году. Ингушетия же присоединилась к нему через год. Это уникальный шанс проявить себя. В этом году конкурсантов 4. Они представляют Назрань, Сунжу, Карабулак и Назрановский район. Каждый уверен в своей победе. Итоги будут подведены в конце текущего месяца. Дальше победителя ждет участие во всероссийском этапе. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.